Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях 11 октября. Количество госпитализированных превысило число выписанных. Расскажем об эпидемиологической обстановке в республике. С его именем связана целая эпоха в осетинской хореографии. Южная Осетия простилась с народным артистом республики Мельсом Шавлоховым. ЖКХ Цавского района проводит ремонт дороги в село Борчнис. За последние 10 дней количество госпитализированных превысило число выписанных пациентов. Медики по-прежнему призывают к мерам безопасности, соблюдению дистанции в общественных местах и ограничению посещений массовых мероприятий. Главный санитарный врач Республики Южная Осетия Марина Кочиева отметила, что в настоящее время лаборатория ПЦР-диагностики Комитета Югосетпотребнадзор работает в усиленном режиме, то есть специалисты работают и в выходные дни. За последние сутки были проведены 227 исследований, из которых 97 ковид-положительные, впервые выявленные случаи. За весь период проведено исследование 40 403, и из них всего ковид-положительных 6904. Это за весь период, как мы начали выявлять коронавирусную инфекцию. Суточный темп прироста составляет 1,43%, коэффициент распространения на сегодняшний день составляет 1,3. Чтобы мы понимали, что в норме он должен быть менее единицы. Было также отмечено, что, как и в прежние месяцы, коронавирусом в основном болеют женщины. За последние 10 дней эпидемиологическая обстановка в республике ухудшилась, а количество госпитализированных превышает число выписанных пациентов. На сегодняшнее утро у нас 89 пациентов в красной зоне, из них 3 находятся в реанимации. Как вы знаете, у нас выявлен индийский штамм, который, к сожалению, выявляет такие формы заболевания, которые сразу переходят в тяжелую форму. Вот у нас все пациенты, которые госпитализируются за последние 3-4 дня, они либо в среднем состоянии тяжести, либо уже тяжелые приходят. И наша медикаментозная терапия бывает подчас уже им не помогает. Поэтому у нас с 1 числа столько смертных случаев, 6 смертных случаев уже. За 10 дней мы уже сделали половину месячного количества 2574 мы сделали за 10 дней, и уже 30% впервые выявленных случаев. Прошел всего лишь месяц, как начали функционировать школы, и хотелось бы, чтобы все-таки учебный процесс не прерывался, но, к сожалению, этого тоже невозможно избежать. Для нас приоритетно это здоровье наших детей. Замдиректора РММЦ Индира Бичинова подчеркнула, что прежде всего необходимо пройти вакцинацию. Кроме того, не стоит забывать о мерах безопасности. Они по-прежнему актуальны. Это масочный режим, своевременная дезинфекция рук, соблюдение дистанции в общественных местах и ограничение посещений массовых мероприятий. В республике у нас нет никаких запретительных, ограничительных мер. К сожалению, у нас очень плохо идет дело с вакцинацией. Во всяком случае, недостаточно. Очень бы хотелось, чтобы все осознали наконец-то, с чем мы имеем дело, пришли на вакцинацию и не ходили в общественные места, где больше 50 человек. Я понимаю, что, может быть, правительство пока еще не пошло на эти запретительные меры, но каждый человек знает и понимает, и должен сам себя ограничивать. Также в ближайшее время планируется проведение заседания оперативного штаба, на котором будут обсуждены вопросы о дальнейших мерах борьбы с COVID-19. Сейчас мы провели анализ ситуации, эпидситуации по республике, и мы выходим с определенными предложениями
на оперативный штаб. Я думаю, что на оперативном штабе уже будут приняты определенные меры. Алена Утаева, Алим Бетеев, Зарим Арсоева. Информационный выпуск сегодня. С началом осенних холодов растет и количество случаев заражения гриппом и ОРВИ. Плюс еще увеличение случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В этой связи возросло и число обращений в станцию скорой помощи. Тему продолжит Марьяна Чучьева. Алло, скорый Хусе. За последний месяц увеличилась нагрузка на сотрудников скорой помощи. Руководитель Схинвальской станции скорой помощи Эмзар Кулумбеков отметил, что в республике очень много лихорадящих людей. Бригады выезжают и оказывают надлежащую помощь. 9 числа было 69 вызовов, из них 33 эти температурующие, и которые у них ПЦР положительные, температура повышенная. И все. И, естественно, они проходят лечение. Но во время лечения у них может и температура подняться, и состояние ухудшится. И вот к этим выезжаем. Нередко в неотложку обращаются пациенты, у которых температура не поднимается выше 38 градусов. Тем временем, из-за увеличения числа ковидных больных, скорая выезжает на вызовы с последующей срочной госпитализацией. Мои навизов-то потом страдают, и опозданием цевамстей. Они требуют, вот коты меня боканут, мауцы коты. Они думают, скорее как бокано. Вот это тохтаростисты. А мы умучили до чила в ей розеводзе. Съемочная группа ГТРК «Ир» выехала на вызов вместе с бригадой медиков, чтобы посмотреть на их труд изнутри, как сейчас работают врачи, и узнать, что это за нелегкий хлеб – быть врачом, фельдшером или водителем скорой помощи. От момента приема вызова до выхода бригады – 5 минут. Если существует угроза жизни пациента, время прибытия регламентировано – до 20 минут. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой нагрузка на диспетчерский центр скорой возросла более чем на 50%. Это около 100 обращений в сутки. И это все учитывая острую нехватку специалистов. После этого вызова у бригады врачей на очереди было еще 2 выезда. А дальше уже как пойдет. Марьяна Чучьева, Александр Кукоев, Вера Цхавребова. Информационный выпуск сегодня. Сегодня Южная Осетия простилась с народным артистом республики Мельсом Шавлоховым. Он был ярким представителем творческой интеллигенции. С его уходом хореографическое искусство понесло большую утрату. Талантливый педагог сумел воспитать не одно поколение мастеров национального танца. Шавлохов навсегда останется для всех, кто его знал, профессионалом своего дела и мудрым наставником. Он ушел из жизни, но оставил после себя яркий след. С его именем связана целая эпоха в осетинской хореографии. Проводить народного артиста Мельса Шавлохова собрались представители общественности, руководства республики и многочисленные его ученики. Свою творческую деятельность он начинал в ансамбле «Симт». Фундамент его любви к танцам был заложен родителями. В возрасте 9 лет его отдали учиться в детскую студию танца при государственном ансамбле «Симт». Именно с этим коллективом он впервые вышел на сцену, и именно здесь же после окончания школы начал работать хореографом. Закончил балетмейстерское отделение Государственного института театрального искусства имени Луначарского ГИТИС. После окончания его направили в Оренбург. Там несколько лет руководил русским народным хором, но молодой балетмейстер мечтал реализовать свой потенциал в родном осетинском национальном искусстве. Adama jezlogo ikuj. Wat Mels bira zurani. Halol sbrafta zagzana. Kadishi kultura fronte. Yiristonan vardaylar xursara balakat kutbala biraz der tasarrı saat avdur razlag der ta yudis. Savlucht Mels. Ama kazana kahve. Forastaz da raydet ta kafen. Намана хазраджион яквис никону вахта. Як ухма як ахфа горат кунт камнай ахамнай. Афта сагат йирстун дар сагат Кавказдар. Камдар тума вырысдар. Спектакль тадар мухуттаджи музыка хуттаджи кафта хуттаджи дар Мелс хуттакта йохауст.
После возвращения в Южную Осетию он стал художественным руководителем ансамбля «Симд». Параллельно занимался преподавательской деятельностью. Он был очень талантливым и разносторонне развитым человеком. Он мог руководить одновременно хором и танцевальным коллективом. И вместе с этим писать книги и статьи. Его книги «Осетинские народные танцы», об осетинской хореографии, осетинский танец и танцевальный коллектив могут служить прекрасным пособием для хореографов. Несколько лет назад в программы начальной школы в рамках программы духовно-нравственного развития подрастающего поколения были введены часы по национальной хореографии. Именно эти работы Мельса Шавлохова были рекомендованы Министерством образования нашей республики в качестве учебных пособий для школьных хореографов. 20 сентября народному артисту Республики Южная Осетия Мельсу Ивановичу Шавлохову исполнилось 83 года. Оксана Джуева, Заур Устаев, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. Строительство водовода Уанацхинвал на завершающей стадии. Большая часть населения столицы в течение года обеспечена водой в необходимом количестве. Другая часть периодически сталкивается с определенными трудностями в этом вопросе. Руководство водоканала призывает жителей в случае проблем с водоснабжением обращаться в диспетчерскую службу. Сарина Кочиева продолжит. В Южной Осетии завершается строительство водовода Ванацхинвал. Объект имеет стратегическое значение. Теперь проблемы с перебоем водоснабжения, когда жители города неделями, а то и месяцами оставались без воды, останутся в прошлом. Уже год 60% населения обеспечивается водой бесперебойно. Это, конечно, не может не радовать. Однако жители ряда улиц по-прежнему сталкиваются с отсутствием воды. С чем это связано, рассказал директор ГУВ «Водоканал» Алан Схавребов. خود رگولوشی کنه چند بایدو سخوگه فینم بایدو من یم سخ کتم یم خود در راشدی استوجه خود تبا کنم بایدو لوک نخیزم بایدو من سخ کنم بایدو ما یستین واژم بایدو من والدوی نوه این با کنجی پرابلم تا ودا کنم و بایدو چما افت بیر رد کنم بایدو سخ کن چون من آپورش این من نشو گذر لرزی کنه بنتو سخ کنم بایدو ما وش پرابلم وجی آدم سخ خود تقوم کسوی مسکوت چکن ودا کنم لوش پرابلم نخشی نیشه خوزه ما کورک دم آدم سخت تکو کسم باید نشایی ولی فالتو کدای سخت قوده ولی فالتو بکس دیگه تو زخ ما این باید پرابلم ما خان نبون سر نویم باید خموخ نیست سخت ما یه پرابلمانی دو جشتر پرابلم. Руководство водоканала призывает жителей в случае проблем с водоснабжением обращаться в диспетчерскую водоканала. Она работает круглосуточно. Нет необходимости самим открывать колодцы, переключатели, перекрывать воду. Для этого есть специальная служба. К тому же, как заверили в ведомстве, аварийные службы работают практически в круглосуточном режиме, даже в выходные. В случае необходимости готовы устранять аварии. Зарина Кочиева, Айда Кочиева, Вера Схавребова, Эда Ефимкина. Информационный выпуск сегодня. ЖКХ Дзауского района проводит ремонт дороги в село Борджнис. Участок для максимально комфортного передвижения расширяется. А это создаст удобство для желающих посетить этнодеревню, где туристам предоставляется возможность ознакомиться с обычаями, традициями и бытом остинского народа. Подробности в репортаже Анжелы Кукоевой. Коммунальные службы районной администрации приступили к ремонту дороги, ведущей в село Борджнис. За короткий промежуток времени удалось произвести большой объем работ. Участок дороги расчищают от растительности, одновременно рабочие расширяют ее. Затем они приступят к обсыпке дороги природными материалами. В течение недели, 10 дней все ремонтные работы закончены. Полностью, что требует обустройства дороги, расширение, водопроливные трубы устанавливаются. С совершением ремонта дороги добраться до этнографической деревни Борджнис станет намного проще. Как отмечает инициатор и создатель музея, выходец из села Борджнис Юрий Бетев, деревня уже вызвала большой интерес у туристов. И важно, чтобы она была доступна. В этом, несомненно, большую роль играет благоустроенная дорога. ما آیا بسته نوجی خصوص گنوت خیمه قوار رازم اتی کن کش میده گوجه نیال شدری تر زرون نفدالتش اوورت شوردست تو خوزن اتنیکسکی موزیجی شوه آرست مشتر خوز کننج نا ادمینستراسیا کشته نفنداگی شورد نیمه ایرن نقاویس روخستاریس فنداگ در من ایرن آرازنج منم دون دریس ویره راز مشوجینی قو. Как отмечают в администрации Дзауского района, ведется комплексный подход к развитию сельских дорог. В текущем году был произведен ремонт дороги и в другие населенные пункты. Анжела Кукоева, Альтина Чихоева, Ляна Тедева, Вера Схавребова. Информационный выпуск сегодня.
14-15 октября в Национальном музее пройдут лекции на темы «Нардский эпос» и «Кавказ. Наш общий дом. Через культуру, традиции и религии». Лекции будут читать преподаватели из Армавирского технического колледжа. Мероприятие направлено на развитие краеведческих исторических знаний и налаживание дружественных отношений. 14 октября в Южную Осетию приезжает делегация преподавателей из Армавирского технического колледжа во главе с Оксаной Глебовой, которая возглавляет клуб «Кавказ. Наш общий дом». 14-15 октября они в Национальном музее нашей республики будут читать лекции на темы «Нардский эпос» и «Кавказ. Наш общий дом. Через культуру, традиции и религии». С ними также приезжает начальник отдела архивного управления Краснодарского района Чульской Александр Иванович. Он также во главе с другими делегатами тоже будет читать лекции. Будет свободным, любой желающий может прийти в Национальный музей, также в колледж и прослушать эти лекции. Программа пребывания рассчитана на 2 дня. Делегаты также планируют встретиться с преподавателями и студентами колледжа. Кроме того, гостей ознакомят с достопримечательностями и красотами Южной Осетии. В свою очередь мы их тоже ознакомим с культурой и традицией нашего края, ознакомим поближе с экспонатами музея. Также мы планируем им организовать маленькую экскурсию по нашему городу. Подобные встречи направлены на развитие краеведческих исторических знаний, повышение добрососедских отношений с соседними республиками. Агунда Губозова, Фатима Чочева, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джиоева. Желаю вам всего доброго и до свидания.